Здравствуйте, вы смотрите «Дорожный патруль» на Башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. На границе Башкирии и Челябинской области в машине заживо сгорел водитель. В Уфе автобус столкнулся с поливалкой. Есть пострадавшие. 20-летняя гонщица на Ауди проведет 10 суток за решеткой. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. В Башкортостане за рулем «Газели» погиб мужчина. По информации Республиканской госавтоинспекции, ДТП произошло днем 3 августа в Салавате. По предварительным данным, 56-летний местный житель, управляя грузовиком ГАЗ, следуя по улице Индустриальная, допустил съезд в кювет. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Известно, что видимых травм водитель при ДТП не получил. Рассматривается версия, что он скончался от сердечно-сосудистого заболевания. Начато расследование. Еще одно смертельное ДТП произошло в минувший понедельник в Уфе. По предварительной информации, на улице Большая Чукотская столкнулись встречные Mitsubishi Outlander под управлением 55-летнего мужчины и Renault Logan, за рулем которого находился 51-летний уфимец. В результате водитель Renault скончался на месте аварии. Его 43-летняя пассажирка госпитализирована. С Mitsubishi получили телесные повреждения водитель и его 27-летний пассажир. Подробности уточняются. Страшная авария произошла в минувшую пятницу на границе Челябинской области и Башкирии. По предварительным данным, столкнулись кроссовер Honda и грузовик Volvo. После столкновения обе машины съехали в кювет и загорелись. Водитель легковушки заживо сгорел в салоне автомобиля. С места ДТП с сильными ожогами также госпитализировали и водителя фуры. По непроверенной пока информации, ДТП случилось из-за того, что водитель грузовика Volvo выехал на встречку. В Башкортостане трое несовершеннолетних на мотоцикле протаранили припаркованный трактор. ДТП произошло ночью в Мекинском районе на улице Матросова деревни Култай-Каран. По данным Республиканской госавтоинспекции, 17-летний местный житель, управляя мотоциклом «Иш-Планета», допустил наезд на стоявший на обочине справа трактор-погрузчик. В результате аварии водитель и его два пассажира, 17-летняя девушка и 15-летний юноша, получили травмы. Известно, что мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке, а также молодые люди двигались в темное время суток без светофар и без мотошлемов, а у водителя не было прав на управление мотоциклом. Химико-токсикологические исследования крови водителя покажут, был ли он трезв. Еще одно ДТП с пострадавшими произошло в воскресенье на 11-м километре трассы Авдон-Подымалово. По предварительным данным, водитель за рулем Nissan X-Trail остановился для совершения левого поворота в Миловский парк, когда с ним допустил столкновение грузовик, следовавший позади. От удара внедорожник отбросил на встречную полосу, где в него врезался УАЗ-профи. В результате аварии пострадали 4 человека, все они госпитализированы в больнице города. В Уфе автобус снес столб и врезался в дерево. ДТП произошло в минувший понедельник на улице Кольцевая. По информации столичной госавтоинспекции, 38-летний житель Чешминского района, двигаясь за рулем автобуса «Нефас» по 51-му маршруту, допустил столкновение с электроопорой и последующим наездом на дерево. В результате аварии столб был разрушен, а в автобусе пострадали 4 человека. По свидетельствам самого водителя, его подрезали, однако главный госавтоинспектор республики Динар Гелимудинов считает, что водитель попросту отвлекся. Еще одна крупная авария с участием пассажирского автобуса произошла утром 3 августа на проспекте Октября в Уфе. В районе остановки бульвар Славы «Нефас» врезался в КАМАЗ коммунальной службы. По словам очевидцев, на место прибыло несколько карет скорой помощи. Подробности ДТП выясняют дорожные полицейские, которые также работали на месте аварии. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Республике Башкортостан, в аварии пострадал один пассажир общественного транспорта. Виновник смертельного ДТП на Бельском мосту предстанет перед судом. Уфимская прокуратура передала обвинительное заключение в Кировский районный суд. Напомню, 25 июня текущего года на Бельском мосту произошла авария с участием сразу 3 автомобилей. Водитель Соболя на полосе реверсивного движения выехал на запрещающий сигнал и столкнулся лоб в лоб со встречным Kia. Затем микроавтобус вынесло на соседнюю попутную полосу, где произошло столкновение с Део Nexia. 39-летний водитель Kia от полученных ран скончался в больнице. Позже выяснилось, что водитель «Газели» был виноват также в дополнительном нарушении. Он самостоятельно поставил двигатель от Toyota и трансмиссию с коробкой автоматом и не зарегистрировал это в ГИБДД. Теперь 33-летнему мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. 20-летняя гонщица за рулем Audi, устроившая тройное ДТП с погоней по Уфе, арестована на 10 суток. Такое решение вынес суд. Кроме того, девушка не имела водительских прав и находилась в нетрезвом состоянии. Напомню, авария произошла в минувший вторник на улице Зорге в Уфе.
Около 6 часов утра в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение от местного жителя о том, что возле одного развлекательного заведения Уфы водитель Audi A4 находится в состоянии опьянения. Девушки танцевали на крыше машины около ночного клуба, чем привлекли к себе внимание очевидцев, а те, в свою очередь, позвонили в полицию. Когда на место прибыли сотрудники ГИБДД, указанный автомобиль был замечен в транспортном потоке. Было принято решение о его остановке. Инспекторы, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, начали преследование водителя-нарушителя. В ходе погони водитель Audi A4, двигаясь по улице 50-летия СССР, при совершении поворота на улицу Рихарда Зорге, не справившись с управлением, допустил столкновение с ВАЗ-14 модели, двигавшимся во встречном направлении. От удара отечественный автомобиль столкнулся с Ford Fusion. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Водитель Audi был задержан, им оказалась девушка 98-го года рождения. Прибор алкотектор автоледи надул 0,830 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. К тому же она не имела права управления транспортным средством. Кроме этого, автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, отсутствовал обязательный страховой полис. За невыполнение требований о восстановке транспортного средства и непристегнутый ремень безопасности девушка привлечена к ответственности. Всего на нее составлено 12 протоколов. Покинуть машину самостоятельно после аварии водитель либо не хотела, либо просто не могла. И даже оказавшись в полицейском автомобиле, кажется, даже не понимала, что происходит. А вот через несколько часов в здании мирового суда молодой гонщице было уже не так весело, как утром. Прятала лицо от объектива камеры и была скупа на реплики. Правда, лишить ее водительских прав не получится, у нее их просто нет. Но это не помешало девушке приобрести автомобиль и, по всей вероятности, разъезжать на нем по улицам города как минимум несколько месяцев. В итоге за отсутствие прав и вождение в нетрезвом виде молодой гонщице по решению суда придется провести 10 суток под арестом. В Уфе главный госавтоинспектор республики Динар Гельмудинов подвел итоги первого полугодия 2019 года. Печальная статистика неумолима. По количеству погибших мы на 3-м месте в России и на 1-м месте в Приволжском федеральном округе. Самым опасным был назван Туймазинский район. В красной зоне также Баймакский и Абзелиловский районы. Основными темами пресс-конференции стали лихачи на дорогах, камеры, дорожные знаки и автобусы. Так, совместно с муниципалитетами устанавливаются дорожные знаки, они в дефиците. До конца года в Башкортостане появится порядка 200 новых камер видеофиксации. Их будут устанавливать на самых аварийно опасных дорогах. Ряд камер настроят таким образом, что они будут фиксировать среднюю скорость автомобиля на всем участке трассы. Кроме этого, с началом нового учебного года будет активизирована программа «Краш-курс», которая наглядно покажет студентам, почему правовой нигилизм на дороге смертельно опасен. Также, по мнению Динара Загитовича, очень много аварий происходит из-за того, что водитель банально отвлекается от дороги. Причем это касается как автолюбителей, так и профессионалов. Полис ОСАГО защищает вас в случае, когда вас признают виновным в ДТП. Страховая покрывает убытки пострадавшей стороне за вас. Однако цена полиса все время растет, и у владельцев автомобилей возникает закономерный вопрос: как происходит ценообразование? На этот вопрос мы попросили ответить представителей компании ОСАГО-24. Цена страхового полиса определяется множеством факторов. От того, был ли автовладелец виновником ДТП, какой у него стаж, возраст, сколько лошадиных сил в автомобиле и место его регистрации по прописке. ОСАГО-24 рекомендует: хотите, чтобы ваш полис ОСАГО был самым дешевым? Для этого нужно каждый год страховаться и не попадать в ДТП. Россияне на 13% чаще стали пользоваться госуслугами ГИБДД через интернет. Только за первое полугодие было зафиксировано около 7,5 миллионов обращений. Сейчас на едином портале жители страны могут получить 26 различных госуслуг, 2 из которых госавтоинспекции. Это регистрация транспорта, а также прием экзаменов и получение водительского удостоверения. Кроме того, автолюбители могут узнать о наличии имеющихся у них штрафов прямо на портале. Госавтоинспекция Республики Башкортостан напоминает вам, что наиболее удобным способом получения указанных государственных услуг является обращение через единый портал государственных услуг. При обращении через данный портал вы получаете несколько преимуществ. Первое. Вы имеете возможность ознакомиться с порядком получения государственной услуги, не выходя из дома. Второе. Также не выходя из дома вы можете подать заявление о получении государственной услуги, при этом выбрать для вас удобное время и дату посещения. Третье. Вы можете с использованием портала государственных услуг оплатить госпошлину с 30% скидкой.
Ежедневно на дорогах происходит множество заслуживающих внимания событий, внушительная часть которых попадает в объектив видеорегистраторов. В нашей рубрике «Одним кадром» мы собрали для вас самые любопытные случаи. Как говорится, лучше один раз увидеть. Выехал на перекресток, так не тормози. Именно такими комментариями наградили водителя ВАЗовской классики пользователи соцсетей. И вправду, стоило бы поторопиться или наоборот не совершать столь рискованный маневр. Еще один разворот и снова ДТП. Не спеши, а то успеешь. На встречу с сотрудниками госавтоинспекции. В Башкирии неуправляемая машина во дворе дома протаранила несколько автомобилей. По неизвестной причине транспортное средство поехало в тот момент, когда водителя не было за рулем. Происходящее сняли на видео. Инцидент произошел в Стерлитамаке на улице Строителей, 28. Женщины пытались остановить машину, дама с ребенком на руках упала, уронив малыша. Однако все произошло за несколько секунд, и все попытки не увенчались успехом. Автомобиль протаранил 3 машины, стоявшие на пути, и остановился, ударившись о крыльцо многоэтажки. Пользователи соцсетей гадают, по какой причине могло произойти подобное. Некоторые считают, что всему виной сработавший автоподзавод. Другие предположили, что в салоне мог остаться еще один ребенок, который и завел машину. Башавтотрейд на крыше Аркады. Выкуп авто, трейд-ин, кредитование и страховка на месте. От нас сложно уйти пешком. Мы продаем проверенные временем авто. Звоните 8 937 343 41 82. Ищешь запчасти тебе в автосилу, и выбор большой, и по карману не било. Фото на сайте, 7 магазинов, автосила Уфа. Тыкай в мобилу. Думаете, что подарить автолюбителю? Отличное решение — подарочная карта «Лукойл». Ее можно оплатить топливо, товары мини-маркета и кафе на АЗС «Лукойл». Позвольте владельцу подарочной карты самостоятельно выбрать подарок. ОСАГО 24. Полис со скидкой до 50%. Бесплатная доставка. Ищите нас в Дубльгиз и по телефону в Уфе 266 46 24. Туры по всей России и миру. Турагентство «Отдых и лечение». Город Уфа. Улица 50 лет октября, дом 16. Телефон 273 44 10. Наружка и коврики всего 200 рублей. Питстоп Уфа. Кирова 128/1. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная, 2/2. Телефон 293 46 06. Присылайте свое видео в нашу группу ВКонтакте на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Удачи на дорогах!